30-летие Всемирного конгресса татар и новые вызовы, трасса М7 и новые вопросы, хрустальное перо и новые герои. Люди, события, явления, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте. В студии Тимур Бекмурзин. В эфире «7 дней». Смотрите сегодня. Мы сегодня живущие, сегодня активные, обеспечили условия для того, чтобы татарами рождались, татарами росли, татарами оставались. Самая важная идея сейчас выжить как самостоятельное этническое сообщество. Съезд ВКТ. Новые вызовы и задачи. Состоялась ли перезагрузка форматов? В среднереспубликанском вроде 41 центнеров идет. У нас пока вот 70 центнеров идет с гектара. Действительно должна быть высокая заработная плата. Уважение к труду человека. Уборочная страда 2022. Будет ли рекорд? И что с продовольственной безопасностью? Самое главное в журналистике – это гуманизм. Гуманизм – это значит любить людей. Давайте любить людей, работать для людей. Михаил Борисович Любимов, телерадиокомпания «Новый век». Хрустальное перо. Новые лица и герои. Кто воины света и кто стал медиаперсоной года. Мы видим свое будущее, мы исторически значимое целое, потому что самобытно идем по своей орбите, но в едином многонациональном созвездии. Кем мы себя точно не видим, так это сувенирным народом. Надо помнить, что нация не исчезает в одночасье, но исчезнув, уже не восстановится никогда. Эти слова из авторской статьи президента Татарстана Рустама Минниханова, опубликованные в газете «Республика Татарстан» 25 июля 2020 года, неоднократно цитировались на съезде Всемирного конгресса татар. Такие съезды проводятся раз в 5 лет. В этот раз, несмотря на то, что он был 8-м по счету, его называют юбилейным. 30 лет назад, 19 июня 1992 года, прошел первый съезд Всемирного конгресса татар. 1500 участников из 76 регионов России и 35 стран мира не только вспоминали прошлые годы, но и говорили о современном состоянии языка и культуры. Решали, как дальше продолжить объединение и развитие народа. Предложения звучали разные: о возвращении к городским улицам исторических названий и переименовании, например, улицы Баумана в улицу Шаймиева, о межнациональных браках, религии. При этом главный вопрос – сохранения языка. А осуществить это без национального образования сложно. Звучали не только оды Конгрессу, было немало острых критических выступлений. Зуфар Давлетшин расставит акценты. Гармонь, сабантуй, чай, чак-чак. Чаще всего именно такие ассоциации возникают при мыслях о татарских традициях. Само собой, это культура, это история, это то, что отличает национальность от других. И услышать родную речь в чистом виде можно, пожалуй, только на исторической родине. Татар телендә, биек Тукай телендә, исәнләшәм, исәнмесез. О непростом значении простого татарского приветствия задумывались писатели и деятели культуры республики. Иван Грозный Казанны басып кергәч, бек күп татарларны үтергәннәр. Исән калганнар инде. Кайсы урманга, кайсы тау куышына, кайсы утрауларга качып беткәннәр. Вакыт узып алар очрашканнан соң бер-берсенә сорау биргәннәр. Исәнмесез? Исәнмесез? Задумались над этим вопросом и политики с общественниками и просто неравнодушными людьми 30 лет назад, когда было решено создать Всемирный конгресс татар и собрать на исторической родине татар всего мира. Тогда убедились – живы татары. Первые президенты Татарстана и России тогда сумели договориться. Корнями всей жизни мы, значит, всегда были и будем вместе. Тут вопросов нет. Но отношения должны строиться уже... слов взаимовыгодный, может быть, даже договорные отношения. Когда растет национальное самосознание, и говорить не пускать, оно наоборот еще, так сказать, накручивается, понимаешь, дальше. Поэтому мы воспринимаем спокойно, считаем, что такая республика должна иметь самостоятельность. Мы говорим, возьмите долю самостоятельности такой, которую вы сами можете переварить. Беренче курултай барыбызга да көчле тәргеч бирде. Аны уздырганнан соң без кайда яшәвенә карамастан, тулаем татар милләтен кайгырткан мөһим чаралар күрүгә кирештек. Татарстан Республикасының шул ук елның ноябрь аенда кабул ителгән яңа конституциясендә махсус 14-нче маддә барлыкка килде. Анда Татарстан Республикасы Татарстан
республикасының шеттен яшәүче татарларга милли мәдәниятне, телне үстерүдә, аларның үзенчәлекләрен саклап калуда ярдәм күрсәтәчәк дип төп законга язып куйды. Һәм без аны, Аллаһка шөкер, тормышка ашырып барабыз. Татар бердәмлеге беренче урында. Менә мин әйтергә тиешмен, менә шушы 30 ел эчендә әлбәттә бик җиңел булмаган вакытларда булды. Ләкин төп максатка ирештек. Ни өчен дигәндә бүгенге көнне күпчелек татар кешесе үзен милләтенең вакил итеп саный. Икенчесе әлбәттә ул үзенең милли горурлыгы белән яши бүгенге көнне. Милли горурлык ул яшәү көче. Әгәр дә милләтнең яшәү көче бар икән, ул мәңгелек калыр. Татары второй народ, государство образующий народ, поэтому мы в ответе за судьбу этого государства вторые после русского народа. И если мы это будем понимать, и будут понимать это другие, в этом случае, я думаю, что у Российской Федерации хороший потенциал для того, чтобы сохраниться на 1/9 уже сегодня части суши на Евразийском континенте. Объединяющий всех татар Чак-Чак, пожалуй, известен уже по всему миру, не меньше, чем Сабантуй. И стилизованная башня Сюембике из Чак-Чака – символ не столько сладкой жизни, сколько крепости, единения и исторических корней. Конгресс менялся с течением времени. Были демократические периоды подъема, были времена, когда демократии было меньше. Нам приходилось разные варианты деятельности придумать, новые варианты. Но я думаю, что сейчас самый сложный период работы. По моим наблюдениям историка, татары всегда процветают тогда, когда есть демократия, когда они идут демократическим путем. Самая важная идея сейчас выжить как самостоятельное этническое сообщество. Известно, что татар больше за пределами Татарстана, в несколько раз, на несколько миллионов человек. И живут они по всему миру, и мысли татарина в любом уголке мира примерно одинаковые. Много татары хотят уже воссоединиться со своими предками. Хотят выучить татарский язык, который был забыт немного. Старики наши-то помнят, а нынешние молодых-то не помнят. У нас в Афганистане в 16 провинциях проживает же. И достаточно уже больше 1 800 000 до 2 доходит уже. Весь деревни есть, в которой только татары живут. Национальная идея, наверное, в том, чтобы мы сегодня живущие, сегодня активные, сегодня состоятельные, обеспечили условия для того, чтобы татарами рождались, татарами росли, татарами оставались. Горизонт планирования, когда большой Курултай, большое собрание собирается раз в 5 лет, наверное, редко, наверное, недостаточно. Или съезды должны собираться чаще, или же мы должны лучше знать о работе и достижениях милишуры или исполкома Конгресса татар. Я считаю, что будущее за молодежью, что нужно уступать места молодым, активным ребятам, и тогда будет все развиваться намного лучше. Скрывать проблемы смысла нет. Как говорится, сколько ни говори Чак-Чак, во рту слаще не станет. Это, говорят, у 2 юристов может быть 3 мнения, а 1500 татар сегодня думают примерно в одном направлении. Здесь герои России и олимпийские чемпионы, юристы, политики, религиозные деятели, актеры, писатели и так далее. Разночинен татарский народ. На вопрос, кто виноват, чаще отвечают, что сами. А вот ответ на вопрос, что делать, в процессе поиска. Халкыбызның инде яртысыннан күбрәге татарча белми, белгәннәрнең дә теле ярым йорты гына. Чөнки безнең милли мәгарифебез юк кимәлдә, милли мәктәпләр челтәре тармар ителгән диярлек. Шөкер, татар тырыш халык. Байларыбыз әле дә җитәрлек. Мәчетләр салырга акча табыла бит. Бик кирәкле, саваплы гамәл. Ләкин хусусый мәктәпләр ачу савабы аннан ким түгел. Сөйләшкәндә ярты сүзе урыс телендә, ярты сүзе мин Үзбәкстанда булсам үзбәк телендә. Шуны туктатып булмый. Ничек туктатырга, аны һичкем әйтә алмый. Ничек булса да, менә үзебезнең аңгыбызны уятырга кирәк. Теге японский көрәш бар, айкидо ди. Анарда син аның белән сугышмыйсың, ул сине суккан вакытны аның көчен алып үзенә кайтарып бирәсең. Сошлись на том, что для успокоения поводов нет. Критика конструктивная и есть над чем работать. Конечно же, в первую очередь в ответе за всю нацию те, кто живет на ее исторической родине. Но без помощи, поддержки и содействия тех, кто за пределами Татарстана, не обойтись. Для того, собственно, раз в 5 лет и собираются на такие съезды.
Dünya boylab sevilgan har millatdosh o'zin tatar degan buyuk xalqining bir vakili etib hisobli ekan. Har tatarning shodlig'in o'z shodlig'i, har tatarning qayg'usin o'z qayg'usi siman ko'ngli osha o'tkarar ekan. Bugungi kunda har bir tatar kishida ona vatani Tatariston markazi Qozon bo'lun yuragi ham ruhi bilan ixlosdan qabul etar ekan. Demak, Kongress o'z missiyasini o'taydi. Biz ko'ramiz, nechuk globalizatsiya shirында o'zimizni o'zimiz nechuk saqlab qolarga. Birinchi shiratda oila. Mana agarda biz tatarlar bo'lib, o'zimiz oilada tilimizni qo'llansak, ol birinchisi. Ikkinchisi biz dinimiz. Mana din biz din ahillarining yil sayin jiyamiz. Bizning har bir masjid ol borib namozxona o'qiydigan o'rin bo'lirga tegishli, ol shunday bir iratu dinga gana tugul butun g'irvlarni da saqlauga biz bütün choralarini qo'llanirga tegishli. С этими напутствиями и разъехались продолжать дело на местах и встретиться снова. А чтобы послевкусие не было горьким, каждый участник съезда увез с собой символ крепости и единства татарского народа. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней. То, что на таком статусном мероприятии, как Всемирный конгресс татар, тем более в юбилейный год, звучат пафосные, в том числе хвалебные речи в адрес Татарстана, его руководство Конгресса, всего татарского народа, это нормально и оправдано. Меня же порадовало, что стало больше критических и выступлений, и разговоров в кулуарах. Татарскому народу не хватает политических амбиций, политической силы воли в отстаивании своих жизненно важных интересов, говорили участники съезда. И спорить с этим бесполезно. Песни, пляски, так называемая сабантуйная дипломатия – это хорошо, но она должна больше становиться фоном для более серьезных вещей, таких как поддержка и развитие полилингвальных школ и национального образования, отстаивание законных интересов татарского народа в изучении и продвижении родного языка, татарской культуры и обычаев. Политические амбиции Татарстана должны идти вровень с его экономическим ростом. Мы же видим, как республика мощно и поступательно развивается во всех сферах. Руководители Татарстана умеют здесь находить общий язык с федеральным центром, и результаты говорят сами за себя. Взять ту же отрасль сельского хозяйства. Сегодня это один из самых передовых секторов экономики в масштабах всей России. И даже несмотря на то, что Небесная канцелярия не всегда нам благоволит, а Татарстан, как известно, находится в зоне рискованного земледелия, все мы знаем, что аграрии сделают все возможное и еще немного, чтобы собрать достойный урожай. Горячая уборочная страда уже началась, хозяйства приступили к сбору пшеницы. Помня о рекордных 5 миллионах тонн в год столетия республики и слабом для нас результате из-за засухи прошлого года, пока говорить о видах на урожай преждевременно. Но уже сейчас показатели у многих хозяйств таковы, что вызывают удивление. Комбайнеры, и в этом убедилась наша съемочная группа, собирают в буквальном смысле все не то что до колоска, до зернышка. О надеждах, зарплатах и настроениях тех, кто нас с вами кормит, Татьяна Тимошенко. Большая уборка – это про тщательность. Подобно огромным и невероятно мощным пылесосам, комбайны на полях собирают не то что каждый колосок, каждое зернышко. Это хорошо видно из кабины. За штурвалом комбайна Альберт Шайдулин, самый из трудовой династии, из родных мест, уезжавший только на учебу, передовик хозяйства. Сейчас каждый день дорого, надо убирать, поэтому стараемся без перерыва. А какое время года у вас самое любимое? Лето, наверное, да, уборка. Техника на поле двигается как на параде по четкой схеме. Скорость движения около 2,5 км в час. Сбор усложняется. По полю прошел ураганный ветер, колосья прибило, очень тяжелые, налитые. Сборные емкости в 5 тонн комбайн набирает минут за 10. КАМАЗы не успевают возить, а зерно, как из рога изобилия, все льется и льется. В этом году урожайность пока идет 70 центнеров с гектара. На сегодняшний день. В среднереспубликанском вроде 41 центнеров идет. У нас пока вот 70 центнеров идет с гектара. Озимая пшеница. Передовики. Надеемся, да.
Цифры говорят такие, что и сами почти не верят. Проверяют и перепроверяют, но нет, практически рекорд. Выверенные технологии по обработке земли, расчетливое применение удобрений не по таблицам, а по требованию растений и погоды. Это время – результат всего года работы. Ожидаемые последствия почти ураганных санкций обернулись скорее рассеявшимися тучами. Технику и запчасти к ней успели закупить вовремя, семена на посадку свои, российской селекции, удобрения татарстанские. Посевные площади только расширяются. Так, на этом поле встречаются и овраги, и болотистые участки, но все засеяно. А в соседнем хозяйстве, конкуренте за звание лидера, поле и вовсе вернуло старую деревню к жизни. Хозяйство образовалось в 2015 году. Здесь бурьян, все заросло было. Пришли сюда вот Ильгиз Фатыхович, директор. Спасибо сельхозпримированию, все это. Деревня начала жить, молодежь подтягивается. Есть молодые семьи. В этом году вот 2 семьи приехало в село. Село Бакрчи по его имени и назвали сельхозпредприятие с населением всего-то в 400 человек стало отправной точкой и примером федерального проекта деревенских фитнес-центров. А местный парк с набережной и павлинами здесь, похоже, никогда не пустует. Мы ко всем селам так подходим. Да, одно время было же, понимаете, упадок и так далее, и так далее. Вот сейчас вот вы были в одном хозяйстве, да, на примере. Молодежь уезжает. Какое-то время бывает, они вот возвращаются, да. А это здорово, что они возвращаются. И это самая главная мотивация, это заработная плата. Действительно, это должна быть высокая заработная плата. Уважение к труду человека. Главу района застаем в полях. Уборочная пора не кабинетная, признается и сам рад сесть за штурвал комбайна. Рабочий день, как и на просторах, по принципу «время делу». У вас на обед сколько отводится по времени? 20 минут. Поел и поехал. То есть за 20 минут надо успеть и... Да. Первое, второе, компот? Получше. Помощник кушает, командир работает. А то меня командир кушает, помощник работает. Отдохнем зимой. Это скорее шутка, ведь каждый сезон расписан по видам работы. Сегодня комбайнеры на уборке, а уже через 2 недели их ждет чистый пар. Земля, которую все лето чистили и ворочали, готовили под посев озимых. Дальше работа на фермах и в механизированных цехах, и вновь подготовка и начало посевной. Но эти 3 августовские недели главные в году. Они знают, потому что у нас есть система кропи, которую мы уже заранее знаем. Вот, например, подъехали сюда, одно поле, например. Смотрим, программа показывает. С этого поля столько-то центнеров зерна. У нас на тонну зерна 130 рублей расценка. Вот они с этим все считают, уже знают свою заработную плату. В этом году планируем получить валовый сбор зерна 20 тысяч тонн. У нас на комбайнеры выходят где-то, по моим расчетам, где-то по 400 тысяч заработной платы. Праздник урожая в районном центре – это колонны грузовиков, идущие на элеватор. Сколько будет общая выручка, пока не считают. Цены на зерно – дело непостоянное, в этом году поползли вниз. Но первый караван с зерном встречают под музыку и аплодисменты, ведь работа на земле – основа основ благополучия. Экономика. Экономика самое главное, это прежде всего. Когда есть урожай, его можно продать. Качественно убрать, сохранить и продать. Уборочная компания в республике набирает обороты, но здесь высчитывают не только дни, но часы до ее окончания. Важно не пропустить ни один, как не потерять ни колоска. Главное, говорят, чтобы погода не подвела. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней. В большой политике все больше говорят о мировой продовольственной угрозе. Призрак голода нависает над многими странами в силу геополитических процессов, происходящих в мире. Что все это значит для сельскохозяйственного производства в Татарстане? Как избежать вспышек повышенного спроса на отдельные категории, которые мы наблюдали в прошлом году? В интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Зябаровым. Марат Азатович, добрый день. Добрый день. Сейчас все больше мы слышим о наступлении глобального продовольственного кризиса. Что это значит для нас, для нашей республики? Ну, вообще, если взять даже с показателей роста производства пищевой промышленности, мы ежегодно идем с 8% ростом. Если взять на уровне Приволжского федерального округа, мы производим 18% продукции.
Да, республика себя обеспечивает всеми видами основной продукции. Это и хлебобулочные изделия, это и мясо птицы, куриное яйцо. С овощами, с картофелем, надеемся, что в этом году тоже мы себя обеспечим. И в этом году, в принципе, мы и по сахарной свекле виды на урожай хорошие. Урожайность будет высокая. Это правда или нет? Все задают вопросы, какой будет валовый сбор зерна на сегодняшний день. Но на самом деле мы данные цифры озвучим тогда, когда соберем тот урожай, который у нас на сегодняшний день на полях. Задача наша ежегодно получать вот именно 4,2 миллиона тонн зерна. Ежегодно, несмотря на погодные условия, несмотря ни на что. На самом деле, вот уже последние годы очень много ведется работы по влагосберегающим технологиям, вообще по технологиям именно выращиванию зерновой продукции, картофеля, овощей. Наша задача именно 4,2 миллиона тонн мы должны выращивать минимум в любой год. Чем больше зерна, тем ниже на него цена. Складывается ли такая же ситуация в этом году? И как это отразится на наших производителях? На сегодняшний... Могут ли заработать они? Да, на сегодняшний день, на самом деле, это практически, наверное, каждый год такая ситуация. Во время уборочных работ цены, конечно, снижаются до минимальных пределов. Сегодня тоже вот зерновые есть трейдеры крупные, которые, пользуясь ситуацией, такой ежегодной, закупают зерно там, так скажем, в пределах 10-12 рублей. Но у кого есть возможность, конечно, собрать урожай, заложить себе на хранение. Пока попридержать. Мы рекомендуем попридержать, да. Уборочные завершатся в России. Мы в любом случае видим тенденцию, которая будет идти на увеличение цены. Те предприятия, которые были ориентированы на экспорт продукции, как они себя сейчас чувствуют, на что переориентированы, может быть, или сохраняют какие-то связи со своими партнерами, которые существовали раньше? Если так вот, в частности, про экспорт говорить, у нас по прошлому году мы реализовали более чем 400 миллионов долларов, продукцию на более чем 400 миллионов долларов. На сегодняшний день мы проводим большие встречи с нашими дружественными странами. Это Иран. У нас есть Египет, есть Турция, с ними мы работу проводим. В принципе, и в прошлые годы с ними так активно работа шла. И в этом году мы считаем, что работу продолжим. Сегодня идет сложный вопрос обсуждения, это транспортная логистика. Потому что логистика, она у нас здорово поменялась. Сегодня идут расчеты вот в этом направлении. Так, еще вопрос, если позволите, по закупочным ценам на молоко. В разных районах, я так понимаю, что закупочная цена колеблется от 17 до 30 рублей и выше. С чем это связано? Как министерство прорабатывает этот вопрос? Кто контролирует? Вообще, по закупочным ценам, если взять по молоку, по сельхозтоваропроизводителям, в принципе, там полное понимание есть. Цена примерно на одного уровня у всех, работа ведется. Но вот у нас буквально недели, так скажем, 2-3 назад в зоне, Заволжской зоне, это вот Буинская зона, 8 районов допустили резкое снижение цен на молоко у личного подсобного хозяйства. Это практически в пределах с 2 до 8 рублей, но это очень серьезная разница. Это наши трейдеры, которые, так скажем, закупают молоко, предприятия, которые закупают, перерабатывают или перепродают. Сегодня мы совместно с Федеральной антимонопольной службой, мы сразу обратились к ним, чтобы они проверили этих покупателей молока на вообще почему так резко одним днем 8 районов резко обрушили цену. Работа ведется в этом направлении. То, что касается поддержки сельхозпроизводителей, как они меняются? Объемы увеличиваются, уменьшаются? Как развивается ситуация? По поддержке на текущий год у нас предусмотрено более 30 миллиардов средств. Это по всем видам направлений. Это больше или меньше по сравнению с предыдущим годом? Это на сегодняшний день пока это чуть меньше, чем по прошлому году, но мы в этом году еще ожидаем дополнительные средства. Это на покупку, приобретение кормов для животноводства. Наверное, к концу года мы должны выйти на тот показатель, который был в прошлом году.
Я правильно понимаю, что это касается всех форм собственности, от крупнейших предприятий, от холдингов до ЛПХ? Ну да, это по всем программам, и личные подсобные хозяйства у нас большая поддержка, и для крестьянских фермерских хозяйств, и для крупных сельхозтоваропроизводителей. Здесь есть и субсидирование по льготному кредитованию, это абсолютно вся государственная поддержка, которая идет на Татарстан. Я так понимаю, что в этом году мы голодными не останемся в любом случае. Мы в этом году голодными, мы сделаем все, чтобы не остаться голодными. И плюс к тому, мы традиционно в этом году, вот у нас президент республики согласовал, с 10 сентября мы традиционно начинаем наши ярмарки. Сейчас к другим темам мы сразу отправимся в незабываемое путешествие. Мы вновь побываем там, где еще никому бывать не доводилось. Речь о новой дороге, вот она на карте, это обход городов Нижнекамск и Набережные Челны. Новое ответвление от трассы М7. Начинается эта дорога на существующей трассе М7, Челнинской трассе у села Костенеево, идет на юг до реки Кама, где в районе деревни Котловка Елабужского района будет построен долгожданный мост. Дорога пройдет рядом с Нижнекамском, заденет Корабельную рощу и несколько домов в селе Нижнее Афанасово. Затем на восток до пересечения с Альметьевской трассой и еще восточнее до пересечения с трассой М7. То есть М7 будет иметь как бы два потока, которые в конечном итоге сольются вместе. Протяженность обхода 81 километр. Стройка уже идет полным ходом, и это отличная новость, как минимум для жителей Нижнекамска, которым, например, чтобы добраться до Казани, приходится делать огромный крюк через Челны. Экономия времени теперь не менее 1,5 часов. А об экономике этого решения можно говорить долго. Сейчас Нижнекамск будто в тупике. Он отрезан от основных транспортных артерий. Вроде бы все счастливы, но так не бывает, увы. Не все, конечно, устраивает этот вариант трассировки, да и много лет говорилось о другом варианте и мостовом переходе совсем в другом месте, в районе села Соколка Мамадышского района. Почему же в последний момент отказались от этого варианта? И что теперь не устраивает жителей Нижнекамска? Об этом Михаил Любимов. Кама. Здесь, у деревни Котловка, она не так амбициозна, как наши планы. Почти горлышко, ширина 800 метров всего лишь. Мы стоим сейчас на высоченном правом берегу и прекрасно видим на противоположном и пока недоступном берегу еще один плюс. Тот берег не круче наших планов, и это снова цена вопроса. У нас, вот мы с вами стоим на том самом месте, где пройдет мост. Об этом уже можно говорить сегодня с уверенностью. Никаких других вариантов быть не может. Я правильно понимаю? Было рассмотрено порядка 8 вариантов расположения моста. Если рассматривать Соколка, да, там зеркало воды порядка больше километра, 1,2 км. Здесь же 800 метров, сам мостовой пролет будет 300 км. Данный вариант, он экономичнее. Там мост гораздо сложнее, длиннее. Безусловно, на сложный вопрос не может быть простого ответа «это дешевле». И оценивалось многое. Особенности рельефа, геология, объемы выемок земли, переустройство коммуникаций, возможности для судоходства. Этот вариант победил по сумме этих оценок. Перед вами, кстати, не наши фантазии, это фотографии из будущего, можно сказать. Вот так и будет выглядеть Нижнекамский мост. Он брат-близнец моста через ту же Каму у Сорочьих гор. Покороче только. Но и он не самый простой. Максимальная высота опор составит 55 метров, нагрузка до 3000 тонн на каждую опору, соответственно. Пропускная способность моста у нас 4-полосное движение, 2 полосы в каждом направлении. Пропускная более 27 тысяч автомобилей в сутки. Куда же поедут эти 27 тысяч ежедневных авто? Здесь не только Кама – узкое место. На левом берегу дорога немного уходит вправо, огибает деревню Ильинка, но следующее препятствие обогнуть никак не может.
А это не что иное, как знаменитая «Корабельная роща» с картин Ивана Шишкина, с теми самыми величественными соснами, чей высокий легкий ствол шел когда-то на мачты кораблей. 19,5 гектаров рощи поглотит дорога, и хотя, конечно, это не 19,5 гектаров сосен, для местных жителей это очень чувствительно. По расчетам строителей вырубят лишь 1% от общей площади рощи, но это 5600 деревьев все-таки. Поэтому компенсация будет 14-кратная, то есть за каждое дерево 14 новых саженцев. И сажать их будут именно здесь, в роще. Мы будем сажать именно в границе города Нижнекамска, вплотную к Корабельной роще по восточной границе. Это внешне будет выглядеть как продолжение Корабельной рощи. Корабельная роща будет расти. Корабельная роща не единственное узкое в прямом и переносном смыслах слова место на пути трассы. Следующее буквально в 3 километрах отсюда. Вынырнув из рощи, дорога видит перед собой новое препятствие. Справа у нее очистные сооружения, а слева село Афанасово. Коридор почти достаточный, аккурат между ними она и проходит, задевая все же 10 участков с жилыми домами. Их хозяевам придется съезжать. Им обещают тишину, хотя бы в этом году, и выплату ущерба по рыночной цене. Что делать, если дорога проходит? Если бы было мое слово, что-то было изменило, компенсация будет устраивать, я буду согласен. Ирония в том, что многие другие жители села хотели бы сегодня оказаться на их месте. Мы вот здесь только 5 лет живем, тоже домик купили, обстроились и не знаем, что делать. Мы даже сейчас дорогу будет, мы эти домики свои не продадим, их никто не купит. Лучше бы, мне кажется, попали бы, чем здесь оставаться. Жители Афанасова, понять которых несложно и даже нужно, еще надеются, что Котловский мост не будет построен, что трасса не пойдет через Корабельную рощу, не подойдет вплотную к их домам, а пойдет туда, куда и ожидалось, в Мамадышскую Соколку, то есть. Проект уже все утвержден вроде как уже. Да понимаете, утвержден, но роща пока не вырублена. Больной еще не лежит на кладбище, больной еще ходит, его еще можно лечить, понимаете? Если надо будет, лягу под бульдозер, не дам дороги строить здесь. Пускай идут с Соколки. Все. Через Соколку, как мы уже говорили, дороже намного. Цифры называются разные. Разница от 23 до 40 миллиардов рублей. У республики нет таких денег. У Москвы тоже. Надо научиться считать деньги. Может быть, со временем будет мост и через Соколку. Нам сейчас нужно жить, нам сейчас нужно развиваться. Обход, конечно, не заканчивается на том этапе, который мы показали. Это лишь первый этап этой стройки. На втором этапе строители дотянутся до пересечения с Альметьевской трассой, а на третьем и до поселка Сосновый Бор, где дорога вновь вольется в существующую трассу М7. Общая протяженность обхода от села Костенеево на Челнинской трассе до Соснового Бора 81 километр. Но и этот обход лишь часть скоростного маршрута Казань и Екатеринбург. В Татарстане маршрут начнется в Пестричинском районе в месте примыкания М12 к М7. Это, кстати, новость последних дней. Трасса М12 выйдет все-таки на М7 и пройдет по существующей Челнинской трассе до поворота на Костенеево. Далее известный нам обход Нижнекамска и Челнов. А вот после Соснового Бора маршрут пройдет до границы с Республикой Башкортостан. Этот участок расширит до 4 полос. Протяженность скоростного транспортного маршрута Казань-Екатеринбург в границах Татарстана более 300 километров. Итак, еще раз. Трасса М12 выйдет не только на дорогу Шали-Алексеевская, но и на Челнинскую трассу, на М7. Отсюда
до поворота на мост, а это отрезок в 126 километров, установят 22 пешеходных перехода в разных уровнях. Вот такие надземные, например. Связано это с тем, что трасса станет еще более скоростной. 120 км в час – расчетная скорость движения. Впрочем, тут практически все уже есть. На первом этапе обхода, о котором мы и говорили, нет пока ничего, но есть второй и третий этапы. И вот тут уже есть на что посмотреть. Я не вижу разницы. Мы вот месяц назад были на всем протяжении практически М-12 по Татарстану. И там было грандиозное строительство, и там были грандиозные масштабы, и грандиозное качество, конечно, дорожного покрытия. И здесь я вижу то же самое, да? Совершенно верно. Мы приступили уже к разведению так называемой дорожной одежды, пирога. 55 сантиметров песчаного основания, потом у нас идет ПГС, укрепленный цементом. Мы сейчас как раз находимся на участке производства, значит, данных видов работ. Мы неподалеку от села Шингальчи Нижнекамского района, и вот так выглядит строительство обхода нового бурного притока М7. Здесь, на втором этапе обхода, к работам приступили только в январе, и прогресс колоссальный. 1,5 миллиона кубометров земли уже вынули, а кое-где и дорожную одежду уже примеряет трасса. Толщина ее, как мы слышали, тот же метр, как и на строящейся трассе М12, то есть это тоже будет трасса первой категории. Толщина одного только асфальтобетона 23 сантиметра. Качество контролирует лаборатории как подрядчика, так и заказчика. А если что-то не так, сантиметрика не хватит? Ну, будем переделывать. Ну вот как это можно переделать? Полностью? Да. Вот участок, будем выявлять участок, если таковой будет, с параметрами, которые выбивают из допусков по нормативке. Значит, будем его выявлять и полностью фрезеровать, устранять и укладывать заново асфальт. Люди по привычке думают, что как-то здесь можно сюлить, так немножко схалтурить. Нет, сложновато представить. Тотальный контроль. Вот на этом участке пришлось также идти сквозь леса. Только на этом втором этапе вырубили 116 гектаров леса. Сравните с 19 гектарами рощи у Нижнекамска. На всех 3 этапах обхода площадь вырубки 157 гектаров. И все это, конечно, тоже будет компенсировано. До 3-го этапа строительства мы просто не успеваем добраться ни за день, ни даже в рамках этого рассказа. 3 этапа обхода, напомним, это 81 километр дороги. Это 10 мостов, 6 транспортных развязок и 11 путепроводов. Ни одна дорога, ни одно направление никогда не устроит всех. Кто-то так или иначе окажется в заложниках ситуации, и мы хорошо понимаем тех, кто противится этим бурным потокам. Но правда и в том, что и поныне в заложниках находится целый город Нижнекамск. Это тот самый город, который обретет, наконец, свободу самовыражения, свободу передвижения. Это другая экономика и другое качество жизни людей. А других вариантов больше нет. То есть очень важна вот эта коммуникация между городами. Я думаю, что со временем должна быть у нас и железная дорога, какие-то скоростные дороги вдоль этих магистралей. Я думаю, что чем больше будут у нас дорожной инфраструктуры, тем больше будут развиваться территории. И эта дорога, я думаю, что в какой-то мере это будет вот как бы второе рождение этой территории, и уже как бы это будет территория более интересной, как для инвестиций, так самих жителей. Надеюсь, что это будет хорошая история. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Самое главное в журналистике – это гуманизм. Гуманизм – это значит любить людей. Давайте любить людей, работать для людей.
Михаил Борисович Любимов, телерадиокомпания «Новый век». «Хрустальный перрон», новые лица и герои. Кто воины света и кто стал медиаперсоной года. Рустам Минниханов встретился с послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзада. В этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Татарстан заинтересован во взаимодействии по линии КАМАЗа, продвижении продукции нефтехимических комплексов и расширении присутствия других татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Рустам Минниханов встретился с начальником Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским, обсудили вопросы сотрудничества в сфере грузовых и пассажирских перевозок, развития инфраструктурных проектов на территории республики. С руководителем Росреестра Олегом Скуфинским Рустам Минниханов обсудили реализацию государственной программы «Национальная система пространственных данных». Татарстан вошел в число 20 пилотных регионов, где запустит единую цифровую платформу. Она позволит решать задачи в сфере землепользования и недвижимости. С главным врачом Федерального центра нейрохирургии Альбертом Суфьяновым Рустам Минниханов обсудили развитие нейрохирургии в Татарстане, укрепление связи между Федеральным центром и медучреждениями республики. Вопросы строительства соборной мечети в Симферополе обсудил Рустам Минниханов с главой Крыма Сергеем Аксеновым и муфтием республики Эмирали Аблаевым. Храм будет вмещать 2500 человек. Сейчас идет благоустройство территории, внутренняя и внешняя отделка. Сдать объект планируют в следующем году. Рядом с мечетью расположится здание муфтията. Ускорить работы по ремонту школ поручил Алексей Песошин. Он провел республиканское совещание в Доме правительства. Как доложили в Минстрое, на сегодня по 5 программам в сфере образования в Татарстане ремонтируется 118 школ. На этой неделе сданы 3 объекта в Камско-Устинском, Актанышском и Лениногорском районах. К другим темам. Запад негодует и бесится в бессильной злобе, вводя очередные пакеты санкций, а российская экономика и бизнес, кажется, все больше адаптируются к работе в новых реалиях. Разве это не прекрасно? Конечно, не должно быть никаких шапкозакидательских настроений, но мы просто обязаны выжать из этой ситуации максимум пользы для себя, для наших предприятий и регионов. Как не вспомнить слова президента Татарстана Рустама Минниханова, которые он сказал еще в апреле. Понятно, что мы жили иллюзиями и увидели свои слабые места. Но и в этом есть плюсы. Я всегда говорю, важно, чтобы эти санкции раньше 5 лет не сняли. Иначе мы опять найдем легкие пути. И в данном случае это касается не только IT-сферы, авиастроения, машиностроения, легкой промышленности. Рестрикции западных стран, например, уже помогли нам поднять такую отрасль, как внутренний туризм. Посмотрите, как раскрылся туристический потенциал Татарстана и не только хорошо всем известных Казани, Елабуги, Болгара, Свияжска, но и Лаишева, Зеленодольска, Камского устья, Тетюш. И что немаловажно, для самих татарстанцев эти красивейшие места заиграли новыми привлекательными красками. Вы только посмотрите на эту красоту. А теперь вопрос на засыпку. Узнаете это место? Не мучайтесь, я подскажу. Так выглядит учебно-тренировочный полигон филиала сетевой компании «Буинские электрические сети». Находится он, как вы видите, в живописнейшем месте на берегу Волги в городе Тетюши. Такой вот великолепный учебно-тренировочный полигон, где лучшие бригады электромонтеров из Татарстана соревнуются в конкурсе профессионального мастерства. Зрелище, надо признать, завораживающее. Сейчас, когда многие состязания спортсменов чемпионата мира и Европы нам недоступны в силу известных причин, я бы переключил внимание наших зрителей на такие соревнования. Уверяю вас, есть на что посмотреть и за кого поболеть. На этой неделе 3 дня на Тетюшском полигоне было жарко и в прямом смысле слова, и в плане состязательной борьбы. Кому улыбнулась удача, кто показал силу и ловкость и настоящее профессиональное мастерство. А состязание, в котором есть победители, но не бывает проигравших, в нашем репортаже. Официально эти состязания называются системные соревнования, название лучшей бригады распределительных сетей сетевой компании. Неформально сами участники говорят «наш энергосабантуй». А в каждой шутке, как известно, есть своя доля шутки.
Атмосфера праздника, дружелюбие, единение, что называется, витает в воздухе. А воздух здесь, в Тетюшах, на полигоне сетевой компании, такой, что его можно буквально вкушать. Наслаждаться каждым моментом пребывания здесь, на живописном берегу Волги. Соревнования он всегда дает профессионализм. Подготовка, переживания. Ребята еще углубленно изучают свои знания, применяют, показывают свои навыки абсолютно, передачи, практики. Тем более они приезжают своими наработками, улучшением своих рабочих мест. Это нельзя передать, как они вот переживают за это все. Мы видим каждую команду, и каждый старается. Но здесь уже вот они знают от А до Я свои функции, свои специальности. Красота красотой, но и на Сабантуе есть свой дух состязательности, а соревнования электромонтеров – это в первую очередь борьба, конкурс. И пусть технический директор сетевой компании, главный судья соревнований Альмир Латипов, выступая на церемонии открытия, заметил, проигравших здесь точно не будет. Всем здоровья, пусть победит сильнейший. Участники этой лучшей бригады в своих филиалах настроены по-боевому. По традиции флаг соревнований поднимает действующий чемпион, и это команда буинских электрических сетей. Надо признать, радушные хозяева в соревновательном плане не настроены делать подарки конкурентам. С 2016 года переходящий кубок соревнований прочно осел в филиале буинских сетей. Только подготовка. Слаженность работы бригады, то есть коллектив должен быть слаженный, они должны понимать друг друга с полуслова. Полигон разбит на участки или на сектора, и на каждом проходит свой этап соревнований. Всего их 7. Задача команд – показать себя с лучшей стороны на каждом из этапов и по сумме баллов. Нулевой этап – проверка оснащенности бригадных автомобилей, и в том числе в соответствии с требованиями бережливого производства. Экзамен проходят электромонтеры альметьевских сетей. Нужно показать и рассказать, как и чем оснащен автомобиль, представить необходимую документацию. Принципы бережливого производства внедрены абсолютно во всех филиалах сетевой компании, поэтому больших сложностей при прохождении этого этапа у бригады не возникло. Оцениваем также знания персонала, для чего нужен 5С, чем он помогает им в работе. Теоретические этапы сменяют производственные, проверка знаний проходит в условиях максимально приближенных к реальным. Здесь отрабатываются самые главные навыки энергетика электромонтеров. Мы, как видим, здесь это непосредственно работа на линиях, работа по замене подводок, по тушению пожара. То есть эти те ситуации, которые в реальной жизни у них могут возникнуть в любой момент. Один из самых опытных и строгих судей соревнований Сергей Ислентьев, начальник управления надзора сетевой компании, старший судья этапа номер 6. Проводит тщательный предварительный инструктаж с командой из чистопольских сетей. На этом этапе проверяется способность бригады действовать в экстремальных условиях при тушении пожара. Причем сам объект повышенной опасности, энергоустановка. Поэтому здесь требуется практически идеальная слаженность в работе, внимательность и в то же время решительность. Уложиться в норматив еще полдела. Чтобы показать достойный результат электромонтерам, мало быстро бежать и умело тушить. Нужно грамотно вести переговоры с диспетчерской службой. К слову, действия диспетчеров оцениваются отдельно. Эти специалисты выполняют двойную функцию, они и участники соревнований, и помощники в их проведении. Бригады постоянно выходят с ними на связь, и задача диспетчера – оперативно реагировать на запросы. От них зависит очень много. Это и безопасность персонала, и правильное сведение переключений, и работоспособность оборудования. Поэтому диспетчерский персонал должен быть подготовлен на высшем уровне. Только здесь, когда отрабатываем непосредственно на полигоне, практически сталкиваемся с этим вопросом, мы, нарабатывая вот эти пункты, мы уже будем на каком-то там, можно, подсознательном уровне действовать правильно, уже когда сложится такая авария. Давай! Еще один из зрелищных этапов – освобождение пострадавшего от действия электрического тока и спуск его с опоры. Этап проходит бригада казанских электрических сетей. Волнение сказывается, но по слаженности, скорости выполнения задания нужно вложиться в норматив 4 минуты. Казанцы справились за 3:30, к бригаде вопросов нет. Минимальная передышка и новые задания. Участники соревнований должны реанимировать пострадавшего. В его роли манекен Гоша. 13, 14, 15, 16. Ритмичные, выверенные движения под градом, но беспристрастный компьютер выдает вердикт. Результат отрицательный, а значит минус 70 баллов для молодой амбициозной команды. Нет смысла. 6 минут прошло. Остановка этапа.
впоследствии казанцы, которые на всех остальных этапах выступали блестяще, будут часто вспоминать этот эпизод. Тогда, когда вот это не откачали Гошу, Ваню, Илюшу, эту, который безмолвный, сказал, все, обнулились, сбросились, еще впереди 6 этапов, за каждый балл грыземся. Они должны оперативно уметь влиять на любую ситуацию, как на аварийную, где связано, например, с отключением оборудования, так и нештатную ситуацию, когда связано с наличием пострадавшего в электрических сетях. Много чего узнаешь, когда проходишь все этапы, это вся наша работа, по сути. Когда именно этапы проходишь, это все прям в голове все остается. И это как бы повышает твой профессиональный уровень. Іскі нәрсе болса да, біз сынатырға тырышмадық, бек яқшы қатнаштық. Фұрсаттан файдаланып, менің үшін жанатар болып тұрған семьяма, қызым Зилияма, Күтік ауылында яшаушы, Алша районы Күтік ауылында яшаушы әнейіме, Соймаға бек зор рахматымды айтасым келе. Этапы, где отрабатываются разные виды работ, которые бригады проводят под напряжением. То, что наши электромонтеры, можно говорить со всей ответственностью, умеют делать лучше и больше всех в России. Татарстан, признанный лидер в этом направлении, на текущий момент уже проведено 277 тысяч работ под напряжением. Во всех филиалах и на всех уровнях напряжения от 0,4 до 500 киловольт. На конкурсе оценивается не столько быстрота выполнения работ, сколько, опять же, слаженные действия и соблюдение всех норм безопасности. Больше упор делается все-таки на безопасное выполнение работ, потому что при выполнении работ под напряжением все-таки у нас потребители все остаются с электроэнергией, в общем-то никто не страдает, поэтому здесь время это как бы не основной показатель. 3 дня ярких состязаний, обмена опытом, круглых столов завершались таким же ярким и красочным подведением итогов. Поздравления принимали все участники соревнований. Самый молодой и самый опытный электромонтер, лучший по отдельным номинациям и, конечно, призеры основного конкурса. Меньше 3 баллов ребятам из казанских сетей не хватило до заветного 3-го места, а бронзу увозят с собой бригады из бугульминских электрических сетей. 2-е место у бригады приволжских сетей, а победитель, правильно, бригады из буинских сетей. В награду главный кубок и подарочный сертификат на 1,5 миллиона рублей. Эти деньги филиал сетевой компании сможет потратить на покупку необходимого оборудования, техники и обучение персонала. А кубок никуда не переезжает, по крайней мере, еще на 3 года, до следующих соревнований. Посмотрите, пожалуйста, на кубок. Если на него внимательно посмотреть, то последние 3 раза буинские сети занимают 1-е место. Удержать очень сложно, понимаете, потому что уровень подготовки электромонтеров в компании за последние годы резко вырос. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников и Александр Лобанов. 7 дней. Председатель Госсовета Республики Фарид Мухамешин признан медиаперсоной года на республиканском конкурсе в сфере журналистики и масс-медиа «Бяллюр Калям» «Хрустальное перо». Эта премия вручается публичной личности в течение года наиболее упоминаемой в СМИ. В этом году конкурс юбилейный, 25-й по счету. На премию в 50 тысяч рублей за победу в одной из номинаций претендовали 1696 работ на русском и татарском языках от 142 журналистов, редакций и блогеров. Как и в предыдущие годы, победителей конкурса определяли в 10 номинациях. Главный приз – автомобиль. Кроме участников из Татарстана, на победу претендовали и представители средств массовой информации из Удмуртии, Башкортостана, Челябинской области. Немало среди награжденных и коллег холдинга ТНВ, включающего в себя телеканалы ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, Шаян, Майдан, а также Болгар Радиоса и интернет-порталы. Журналист нашей программы Михаил Любимов тоже в числе награжденных. В самой престижной номинации конкурса «Лучший в профессии». Зуфар Давлетшин о хрустальных перьях. Главное в журналистике не только добыть и донести информацию. Главное в журналистике – люди. Нам есть что праздновать, есть что отмечать год при всех его событиях, которые произошли, которые меняют нашу жизнь. И, соответственно, меняется наша профессия, меняемся мы. Есть очень много достижений, есть чем поделиться, есть что рассказать, есть показать. И есть люди, которых стоит поздравить, наградить. Есть журналисты, которые тянут наверх, пропагандируют светлые идеалы, добра, солнца,
жизни, а есть, которые тянут вниз. Ну, вы их все знаете. Трупоеды, хайпажоры и так далее. Вот здесь собрались журналисты света. Когда-то Фларит Ахметович, наш учитель, говорил нам, самое главное в журналистике – это гуманизм. Гуманизм – это значит любить людей. Давайте любить людей, работать для людей. Победителями в номинации «Лучший в профессии» становятся Гульнас Фирдинатовна Шайхиева, газета «Татарлар». Михаил Борисович Любимов, телерадиокомпания «Новый век». И, наконец, Гульнар Фаритовна Гарифуллина, электронная газета «Интертат». Михаил Любимов хотел бы особенно отметить, когда я только постигал азы журналистики, и вот это тот самый человек, то самое лицо, которое такое колоссальное доверие с моей стороны вызывало. Вызывающее доверие лицо приходится иногда скрывать, но лишь в той самой красной ковидной зоне. Люди сейчас думают, я ведь переболел омикроном. Ничего мне не угрожает, маски мне не нужны. Пандемия не закончена, оружие не сложено, война не завершена. Ну и в мирных целях тоже в первых рядах. И вот мы сейчас первыми из средств массовой информации, ну и вообще, скажем так, первые пассажиры ваши, которые на этот мост заезжали. Своим коллегам по работе хотел бы сказать спасибо. Операторам, Андрею Ключникову в особенности, человеку, с которым мы многие годы уже работаем вместе. Человек, которого я хотел бы видеть здесь рядом с собой. И тогда бы я, наверное, был бы абсолютно счастлив, как говорит герой известного фильма. У меня уже вторая награда, второе перо. Я думаю, что 3 пера звучит не очень хорошо, а 2 пера, вот, наверное, на этом остановимся. Тем более, что возраст уже подходит. И мне все-таки хотелось бы, конечно, чтобы эту награду получала молодежь. Мы работаем ради людей, вы работаете ради людей. Победителем номинации «Телеоператор года» становится Корсинский Андрей Станиславович, телерадиокомпания «Новый век». Эмоции, конечно, зашкаливают. Но, это профессия такая, которая не дает стоять на месте. Мы все равно, учимся и учимся. Популяр-блогер, телеканал «Шаян ТВ». Ты должен быть шустрым, ловким, быстрым. И Шаян ТВ қара боларсың, иншап бала. Все больше и больше становится медиаплощадок, площадок коммуникаций, и все сложнее определять среди них лучших. Победителем в номинации «Эффективная пресс-служба» становится, как вот ни странно, я думал, Министерство ведомства сейчас буду называть, как-то пытаться их привязать. Нет, пресс-служба нефтесервисной компании ТНГ Групп города Бугульма. Когда занимаешься любимым делом, это очень хорошо, это помогает. А когда занимаешься любимым и интересным делом, это, я думаю, помогает вдвойне. Наша компания уникальная. В ней работают уникальные люди. Почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан» присвоено Татьяне Николаевне Вафиной, главному редактору журнала «Татарстан». Ильгизу Фратовичу Вафину, начальнику отдела телеоператоров телерадиокомпании «Татарстан. Новый век». Благодарность Кабинета министров Республики Татарстан объявлена Лие Михайловне Загидулиной, ветерану труда. У нас сложная профессия, она действительно сложная, иногда даже опасная, но тем не менее мы все вместе можем сказать, что нам никогда не бывает скучно жить. Скучать не приходится и представителям печатной журналистики, которые лишь на первый взгляд исчезающий вид. И их труд отмечен на высшем уровне. Благодарность Кабинета министров Республики Татарстан объявлена Дание Абдуловне Харисовой, начальнику отдела подписки и реализации редакции газеты «Казанские ведомости». Говорят иногда, подписка умрет, будет только цифровое. Я считаю, что подписка, бумажный вариант будет всегда. Всегда.
Вот. Я очень работу свою люблю, очень люблю свою газету «Казанские ведомости». Пусть республика действительно для каждого из вас будет местом силы, силы вашего слова. И гран-при конкурса присуждается Гарифуллину Василу Загитовичу, заведующему кафедрой Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Я вас поздравляю. Спасибо вам. Два десятка лет тому назад на этой сцене такой же, первый раз эту награду получил мой наставник, мой учитель Фларит Ахметович Акзамов. Хотя, наверное, я не превзошел своего учителя, но я рад тому, что я повторил его достижения. Если многие из награжденных заранее знали об этом, то гран-при – это всегда интрига и сюрприз. Каждый сюда входящий видит его у входа, но уезжает на нем только один. Так, вот это, да? Да. Ну, во всяком случае, я постараюсь рулить, продолжать пока рулить подготовкой журналистов, в том числе журналистов для наших национальных средств массовой информации, различных СМИ, здесь остро нехватка кадров. Поэтому, я думаю, нам еще предстоит большая работа. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Время предварительных новостей о погоде на предстоящие 7 дней в студии Гульшат Гельмуллина. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики в понедельник около 29 градусов тепла, а во вторник местами температура повысится до 30 градусов. В последующие дни температура станет ниже, с четверга и до следующей недели плюс 23 градуса тепла. Лето в этом году балует нас своей жарой. На юго-востоке Татарстана предстоящая неделя обещает быть жаркой, температура воздуха будет держаться на уровне от 23 до 29 градусов. Знойный антициклон не сдает свои позиции, ясно и без осадков. В центральных районах республики в понедельник очень тепло и даже жарко для этого лета 29 градусов. Во вторник повышение температуры местами до 30. В последующие дни температура немного понизится. На выходных без осадков и тепло. На юго-западе Татарстана в понедельник будет жарко, плюс 30 градусов. Со среды по пятницу температура будет варьироваться в пределах 24 градусов. Но лето есть лето. В последующие дни яркие лучи солнца повысят температуру. В субботу и воскресенье около 25 градусов тепла. Почти всю неделю будет малооблачно на северо-западе республики и в Казани. Погода радует нас своими высокими температурами в течение всей недели до 30 градусов выше нуля. Выходные обещают быть умеренно теплыми и сухими. Август продолжает сжимать нас в своих жарких объятиях, и погода в республике довольно стабильна. В ближайшее время кардинальных изменений ждать не стоит. О синоптической ситуации в Татарстане вы узнаете из наших последующих выпусков. До свидания.